заражены 80% легких. Каждый год мир теряет около 10 миллионов гектаров лесных площадей, что эквивалентно 27 футбольным полям в минуту. К 2015 году, по оценкам The World Counts, исчезло 50% диких лесов планеты. Если тенденция не будет остановлена, то к 2030 году на планете останется лишь 10% от первоначальных лесов. Помимо промышленной вырубки, огромное количество лесов гибнет в результате ежегодных пожаров, аномальных погодных явлений и кислотных дождей. Также леса уничтожаются в так называемой погоне за экологичностью. Например, чтобы изготовить годовой запас бумажных пакетов только для одного розничного магазина, необходимо вырубить 9000 деревьев. Известно, что леса снабжают нас кислородом, но они также являются домом для множества видов животных и растений. Обезлесение приводит к почвенной эрозии, снижению водности рек, а также к усилению парникового эффекта. И несмотря на подписание Декларации ООН по лесам в 2014 году, цель которой к 2020 году сократить вырубку леса вдвое, а к 2030 году остановить окончательно, за последние годы потери древесного покрова Земли увеличились на 40%. При исчезновении лесов бедность и смерть постигнут треть населения человечества, которое в настоящее время в значительной степени зависит от лесов и лесной продукции. Кожный покров поражен на 75%. На сегодняшний день 75% почв подверглись деградации в результате деятельности самого человека. К 2050 году этот показатель может достичь 90%. Основными источниками загрязнения почв являются промышленные предприятия, транспорт, сельское хозяйство, атомная энергетика и огромные территории свалок. На загрязненной почве невозможно производство экологически безопасных для здоровья человека продуктов. Ежегодно в мире истощается 30 миллиардов тонн плодородного слоя земли, то есть каждые 5 секунд эрозия разъедает земельные угодья площадью, равной 1 футбольному полю. А между тем, на формирование 1 сантиметра верхнего слоя почвы уходит около 1000 лет, а это значит, что за свою жизнь увеличить почвенный слой нам не удастся. Почти половина верхних слоев почвы на Земле была истощена в течение последних 150 лет. Деградация почв приводит к нехватке продуктов питания и голоду. В настоящее время от деградации земель страдает около 40% населения мира, а это более 3 миллиардов человек. Наблюдается кислородная недостаточность. Во всем мире 9 человек из 10 дышат загрязненным воздухом. Основными источниками антропогенного загрязнения воздуха являются выбросы промышленных предприятий и всех видов транспорта, тепловые электростанции и сжигание мусора. Загрязненный атмосферный воздух является одной из основных угроз для здоровья детей. Им обусловлен каждый 10-й случай смерти детей в возрасте до 5 лет. Среди взрослого населения 24% всех случаев смерти от болезни сердца, 25% от инсульта и 29% от рака легких. И все они вызваны загрязнением воздуха. Сжигание природного ископаемого топлива является причиной 4,5 миллионов преждевременных смертей в год. По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха ежегодно убивает более 7 миллионов человек. Печень сильно повреждена. Болото — это гигантский естественный фильтр, который эффективно поглощает углекислый газ, пыль и токсичные элементы из воды и воздуха.
В течение 1 года гектар болота поглощает из воздуха 3 тонны пыли, а углекислого газа в 7-15 раз больше, чем гектар леса, и выделяет в 7-15 раз больше кислорода. При этом за последние 300 лет во всем мире исчезло порядка 90% водно-болотных угодий. И сейчас мы продолжаем их терять в 3 раза быстрее, чем леса. Причинами исчезновения болот является их осушение для дальнейшего использования в сельском хозяйстве, расширение городов, а также торфодобыча. Болота истощаются в результате потери воды из-за строительства дамб и плотин, вырубки лесов и эрозии почвы. Загрязнение болот происходит из-за нефтеразливов. Таким образом, нарушается важнейшая функция болот – очищение атмосферы. Если болота перестанут удалять СО2 из атмосферы, его концентрация будет ежегодно увеличиваться на 28%. Болота – это стратегические хранилища пресной воды. Менее 1% пресной воды на Земле является пригодной для использования, и в основном она хранится в водно-болотных угодьях. Исчезновение болот приводит к существенному сокращению запасов пресной воды. Пришли плохие анализы крови. 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Дефицит воды уже затрагивает 4 из каждых 10 человек. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, по меньшей мере 1,8 миллиарда жителей планеты вынуждены пить воду, загрязненную фекалиями. 2,6 миллионов людей каждый год умирают от болезней, вызванных антисанитарными условиями. Это 5 смертей каждую минуту. 297 тысяч детей в возрасте до 5 лет ежегодно умирают от диареи из-за неадекватных санитарных условий, плохой гигиены или небезопасной питьевой воды. Согласно докладу ООН «Отчет о мировом развитии водных ресурсов», приблизительно 5,5 миллиарда человек к 2025 году будут жить в районах с острой нехваткой воды. Усугубление ситуации с дефицитом воды приведет к массовым миграциям и, как следствие, к конфликтам и войнам за этот природный ресурс. Всего с 2010 года, по подсчетам портала World's Water, созданного при Pacific Institute, в мире произошло 466 столкновений разного масштаба, связанных с распределением водных ресурсов. 36 из них были вооруженными, 285 нанесли урон водной инфраструктуре. Судя по статистике, в зоне подобных конфликтов оказываются и те регионы, которые раньше не испытывали затруднений с пресными источниками. Этот тренд продолжится, считают исследователи. Частота водных конфликтов будет расти, затрагивая все большее количество стран. Разрушена иммунная система. Около 1 миллиона видов животных и растений сейчас находится под угрозой исчезновения. Общее количество диких млекопитающих снизилось на 82%. Только за прошлое столетие исчезло столько видов фауны, сколько должно было исчезнуть за 10 тысяч лет. Сейчас темпы вымирания быстро приближаются к тем, что были около 70 миллионов лет назад, когда в самую страшную для фауны эпоху исчезли динозавры. В 2018 году биологи подсчитали, что при текущей скорости вымирания млекопитающих для восстановления биологического равновесия понадобится от 3 до 5 миллионов лет. Исчезновение видов растений и животных приводит к неустойчивости экосистем, а следовательно, к нарушению естественной среды обитания человека. Из доклада ООН. Прогнозируемое сокращение биоразнообразия затронет всех людей, но оно будет иметь особо пагубные последствия для коренных народов и местных общин, а также для бедных и уязвимых слоев населения, учитывая их зависимость от биоразнообразия для обеспечения их благополучия.
Резко нарушены показатели жизнедеятельности организма. Пациент в критическом состоянии. Обнаружена опухоль головного мозга. Потребительский образ жизни человека как злокачественная опухоль на теле Земли. Она постоянно растет, потребляя и забирает все необходимое у макроорганизма для себя. Она не делится, не думает о других, что в результате приводит к гибели организма вместе с раковой опухолью. Если сегодня не предпринять глобальные меры, завтра будет поздно. Планета, на которой ты живешь, умирает. Созидательное общество — это наш единственный шанс. Большое спасибо. Это очень отрезвляющее видео. Элла, не могли бы вы поделиться своим отзывом о той части конференции, которую вы смотрели? И должны ли все люди быть информированы о том, что ждет нас в будущем, если мы не объединимся? Безусловно, это действительно помогает открыть глаза, когда узнаешь не только статистику, но и слышишь прогнозы. Я рискну сказать, что, вероятно, большинство из нас недооценивает время, которое у нас есть здесь, на Земле. Мы часто думаем, что исчерпание или лишение природных ресурсов — это видение, которое где-то далеко впереди нас, но это не так. Если посмотреть на это в перспективе, то статистика показывает, что мусыр, которому еще нет 2 лет, столкнется с исчерпанием ресурсов, и это уже повлияет на его жизнь. Я считаю, что это важно, чтобы мы несли ответственность за свои повседневные поступки. Даже если вы принимаете решение купить бумажный пакет, когда вы ходите за продуктами, вы должны взять на себя ответственность за то, что вы фактически отбираете ресурсы у других людей. Вы, возможно, вырубили несколько деревьев, и вы, возможно, лишили воды детей где-то на другом конце света. Вы лишили естественной среды обитания других природных существ. Так что это действительно открывает глаза. И для меня действительно большая честь, то, что я нахожусь здесь с вами сегодня. Большое спасибо, Элла. И как родитель я могу поделиться тем же беспокойством о своих детях, потому что если мы закроем глаза на то, что происходит сегодня, то не только нам не будет хватать свежего воздуха, но и наших детей не будет свежего воздуха, чтобы дышать. И у них не будет свежей воды, чтобы пить, независимо от того, где мы живем. Независимо от того, живем ли мы в Соединенных Штатах, в Австралии или Сингапуре, планета наша, и мы должны заботиться о ней. Так что большое спасибо за то, что поделились с нами этим, Элла. И еще бы я хотела спросить мисс Сучи. Я знаю, что вы бывший советник по вопросам экологии. Пожалуйста, поделитесь с зрителями, какова прямо сейчас опасность для человечества и что за перемены, которые нам всем необходимо увидеть. Здравствуйте, спасибо, что пригласили меня. Существует только одна прикладная для жизни Земля, поэтому очень важно принимать правильные решения и не считать, что это не моя проблема, и не рассматривать ее как нечто, в чем вы не можете сыграть роль или помочь. Так что все начинается с самих себя. Поэтому, если каждый из нас начнет понимать, насколько это серьезно, и принимать правильные решения, и предпринимать правильные действия, это будет очень полезно для всех нас, потому что Земля только одна. Спасибо. Спасибо большое. Мисс Сучи, насколько важно, чтобы эта информация была доступна каждому, чтобы каждый мог понять, какое влияние мы оказываем ежедневно, и чтобы все вместе мы могли принять решение, как сделать нашу планету живой.
Очень важно просвещать других, потому что, как я уже говорила, большинство из людей не воспринимают это как нечто, что может повлиять на них сейчас. Поэтому видео, которое вы показываете, и дискуссии за круглым столом, чем больше мы говорим об этом, чем больше мы делаем людей осведомленными и просвещаем их о том, что они могут сделать, несомненно, окажут положительное влияние на то, как мы, люди, будем принимать правильные решения о спасении Земли. Спасибо. Спасибо большое. И, Пьеро, я бы хотела обратиться к вам как отцу и как жителю этой планеты. Обеспокоены ли вы тем, что другие родители должны также знать эту информацию? Какое будущее ждет наших детей, если мы будем продолжать в том же духе? Такой сильный вопрос, Ольга. Я имею в виду, что во время просмотра этой записи, если вы находитесь в аудитории, вы бы увидели, как мой сын встал на мою сторону. Я хочу, чтобы вы задумались об этом на мгновение. После некоторых статистических данных, которые мы только что увидели, я хочу, чтобы вы глубоко задумались о том, что мы должны взять на себя моральную ответственность за то, что сказала Элла, за то, что сказала Мирсучи. Именно мы должны поменять это. И я хочу прочитать кое-что. То, как я чувствую, намного глубже. Это то, что происходит не только с планетой, но и самой Матерью Землей. И одним из моих детей прямо сейчас. Да, мой сын голоден. Подумайте об этом. Когда вы смотрите это видео, подумайте о детях ваших детей. Наши мировые лидеры в одиночку испытывают эмоциональную боль. Как же можно принимать решения, основанные на сердечном переживании, когда даже мировой лидер испытывает боль? Одному это сложно. Мир полон людей. И люди нуждаются в сострадании, любви, уважении, истины, мире и благодати, чтобы действительно жить. Но как мы можем это сделать, когда мы просто наблюдаем, как другие разрывают Землю на части? Представьте себе, мировые лидеры принимают решения, основанные на человечности, любви, к дикой природе и даже созидании. Представьте себе это. Сейчас 2021 год. И как в том видео, которое вы только что посмотрели, мы все еще находимся в состоянии войны, но часть этой войны идет за ресурсы, которых у нас осталось лет на 10, 20, 30. Только вода может истощиться в некоторых районах. Они воюют за это. Пришло время по-настоящему пересмотреть взгляд на саму жизнь на планете Земля. Не только для детей наших детей, но и если мы хотим, чтобы наша смерть как человека не была вызвана другим человеком. Да, безусловно. Нам нужно подумать об этом. Спасибо. Сегодня я бы сказала, что объединение и построение созидательного общества должно быть нашей единственной заботой. Мы должны направить наше внимание на это. Я не знаю, что может быть важнее, потому что мы можем сделать это сегодня, мы можем сделать это завтра, но будет ли у нас послезавтра? Вот большой вопрос, который мы должны себе задать, потому что сейчас мы являемся заложниками потребительской модели, в которой мы существуем, но, к сожалению, эта модель ведет нас к разрушению, к уничтожению, к смерти. Поэтому наш единственный выход сегодня — это созидательное общество, и мы должны построить его вместе. Чару, не могли бы вы поделиться, насколько важно говорить об этой конференции, говорить об объединении, говорить о созидательном обществе и об информировании СМИ? Спасибо, Оля, за вопрос. Прежде всего, я скажу, что это сигнал тревоги. Это видео должно распространяться по всей планете. Мы должны в первую очередь создать
видимость этого видео, возможно, чтобы его все посмотрели, потому что однажды люди начнут смотреть эту конференцию, они поймут, что происходит. И, как сказала Элла, как родитель, я беспокоюсь о своих детях, о том, с чем мы столкнемся. Как сказала Мисучи, эта земля одна земля, которая у нас есть, и мы называем ее матерью землей. Так что мы одна семья, глобальная семья. Наш долг переложить усилия, чтобы создать возможность того, как мы можем спасти нашу окружающую среду. Мы говорим об экологических проблемах, мы говорим о проблемах здоровья, мы говорим об истощении водных ресурсов и о многих других проблемах. Время пришло. Мы должны создать такой образ жизни, который будет экологически чистым. И в первую очередь мы, как отдельные люди, должны начать жить так, чтобы наши дети могли повторить это в будущем. Очень важно создать это сознание. И ответственность за это несет каждый человек на этой планете. Поэтому я думаю, что созидательное общество делает потрясающую работу. И у нас есть требования к обществу, потому что как только мы начинаем прилагать усилия для создания возможностей решения этих проблем, мы говорим о действиях. Только разговоры, конечно, не помогут. Как люди мы должны говорить о плане действий. Как только мы начнем говорить и как только мы начнем регулярно создавать осведомленность об этих шагах, я думаю, мы сможем сотворить чудеса и спасти Мать Землю. Так что спасибо проекту «Созидательное общество» за создание этой платформы. Спасибо большое. Спасибо большое, Чару. И как еще говорится, в первой основе созидательного общества — это жизнь человека. И представьте себе, что было бы, если бы мы ставили человеческую жизнь на первое место. Что бы это дало нам, Элла? Если бы завтра вы проснулись в созидательном обществе, и человеческая жизнь была бы приоритетом номер один, и мы бы решили все проблемы, что бы было бы самым полезным для вас, для вашей семьи, ваших друзей? Я намеренно практикую силу жизни в пузыре первым делом по утрам. То есть это визуализация и соединение с собой, чтобы я могла быть лучшим человеком для других. Я действительно считаю, что это слово «связь» должно быть подчеркнуто индивидуально, на индивидуальном уровне. Я верю, что каждый человек на Земле стал бы признавать и ценить себя гораздо больше и увидел бы свою ценность. И из этого места люди могли бы шагнуть в большее чувство единства и единения. Я верю, что это также то, что я выяснила за последние почти 15 лет в ходе исследований в моем бизнесе. Я верю, что одним из основных критических элементов, которые мы как общество еще не до конца осознали, является тот факт, что мы едины. Мы живем на одной планете, как одно общество. У нас так много общего. В конце концов, мы все хотим, чтобы в нашей жизни были одни и те же сущности, как упомянул Пьера. Мы хотим дарить любовь и получать любовь. Мы хотим иметь жизнь хорошую, и мы хотим, чтобы наши дети и последующие поколения также имели хорошую жизнь. Поэтому мы все очень усложняем, но есть простота в том, чтобы поставить человеческую жизнь на первое место, и тогда это, надеюсь, приведет к тому, что мы будем жить в более полноценной жизнью, в большем здоровье и благополучии, сможем чувствовать себя принадлежащим к этому сообществу, называемому человеческим обществом. На данный момент это всего лишь мечта, но я верю в это, и эта платформа является движением вперед, чтобы двигаться к этому результату. Поэтому, да, очень здорово. Ольга и Ольга, остальные все мои коллеги по дискуссии. Сегодня мы находимся на очень мощном и значимом движении здесь сегодня. Большое вам спасибо. Спасибо, Пьера. Может быть, вы сможете сказать слова поддержки тем людям, которые думают, что они сами ничего не могут сделать. Пожалуйста, поделитесь с нами, что можно сказать. Да, хорошо. Прежде всего, хотела бы сказать, что мисс Суши, да, вот комплимент дать. Мне нравится ваша энергия.
Но номер два, то, что я бы хотела сказать, вот вы предоставили столько много советов, что уже не оставили ни одного для меня, да. Поэтому я просто скажу, что действительно прекрасно слышать такое количество чувств и сострадания, которое проявляется вот в мире. Итак, Чару, вы затронули действительно замечательную тему, это тема действия. И это то, чем я хочу поделиться. Если мы собираемся внести изменения, один из шагов, который мы должны предпринять, состоит в том, что мы должны внутренне задуматься и действовать. Да, большое спасибо вам. Еще Чару, насколько важно не просто делиться этой информацией, но и участвовать в принятии решений. Насколько важно для нас, как для мирового сообщества, прийти к пониманию того, что наша планета умирает, и мы умираем вместе с ней, если мы ничего не будем делать. Насколько это важно? И почему мы не говорим об этом, если мы уже на пороге госпитализации? Очень хороший вопрос. Ольга, я твердо убеждена, что, как уже упоминала, это ответственность каждого заботиться о нашей Матери Земле. Мы не можем каждый раз ожидать, что правительство должно это сделать. Общество должно это делать, любая организация должна это делать. В рамках нашей экосистемы, фактически в нашем обществе, в месте, где мы находимся, мы можем создавать такие беседы и встречи. Поистине мы можем сделать так много вещей, поэтому то, что Мисс Сучи создает такую осведомленность у детей, почему бы нам не создать такой клуб, экологичный клуб, мы сможем жить экологически чистой жизнью, создавая осведомленность об экологически чистых продуктах, которыми мы пользуемся. Мы должны сделать это более популярно после того, как поймем, что сосредоточено на продвижении этих продуктов, которые помогают нам жить лучше. Поэтому я считаю это крайне важным. И мы определенно можем принимать действия, организуя такие встречи, создавая беседы, круглые столы, инициативы. Как созидательное общество, это должно быть на постоянной основе, это должно быть в календаре каждого, чтобы мы получали напоминания каждый день. И мы получали напоминания о нашей ответственности, ведь люди спешат каждый день, и мы должны напоминать им и себе об ответственности, о нашей Матери Земле. Спасибо. Спасибо большое, спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Мы видим, что люди во всем мире просыпаются, и только что прошедшая конференция «Глобальный кризис», это уже касается каждого, показывает, насколько важно поднимать темы глобального кризиса, поскольку мы все должны быть информированы, мы все должны обладать этими знаниями. Сейчас, дорогие зрители, я хотела бы еще раз объявить, что 4 декабря состоится еще одна международная конференция под названием «Глобальный кризис. Время правды». И мы приглашаем вас посмотреть ее. И сегодня мир меняется огромными темпами, и климатический кризис нарастает так быстро, что любой из нас может оказаться в роли либо климатического беженца, либо принимающей стороны. Сегодня мы можем построить созидательное общество, только объединившись. А для этого нам нужно уведомить об этом всех людей и распространить информацию об этом по всему миру, потому что на кону наша жизнь и жизнь наших детей. И сегодня это очень важная тема для обсуждения. Да, спасибо большое, Ольга. И мы на самом деле увидели сегодня, что построение созидательного общества — это наш единственный шанс, где мы ставим человеческую жизнь на первое место. Мы забываем о получении прибыли, забываем об опустошении нашей планеты. Мы действительно становимся людьми с тем огромным потенциалом, который заложен в нас, и мы можем жить счастливой жизнью. У нас может быть взаимное уважение, понимание и дружба по всему миру, если мы объединимся в одной идее построения такого мира, о котором мы все мечтаем. И это очень легко сделать. Мы просто должны распространить эту информацию как можно быстрее, потому что, как мы видели в видео, у нас не так много времени. И прямо сейчас настало время построить созидательное общество. Никто не сделает это за нас. И снова, как сказал наш гость, каждый несет ответственность за то, чтобы знать информацию, понимать ее,
применять в своей повседневной жизни. Так что спасибо вам всем за то, что присоединились к нам сегодня. Если у вас есть какие-либо последние слова, пожалуйста, поделитесь с нами. Я начну с Эллы. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас обеих Ольг, а также вашу команду и техническую команду. Вы все сделали так, чтобы это событие произошло. И большое вам спасибо за то, что собрали лучших людей со всего мира и моих любимых Мисучи, Чару, Пьеро. Мне было очень приятно находиться здесь. Я также благодарю вас за то, что вы открыли мне глаза на статистику и серьезность истощения природных ресурсов, с которыми мы фактически сталкиваемся сегодня. И это дало мне чувство ответственности. Это мое обещание самой себе, моей семье и всем вам, что я буду проявлять большую целеустремленность и осознанность в своих действиях сегодня. Надеюсь, что мой сын будет следить за моими действиями, будет более внимательным к своим действиям и так далее, и так далее. Наши дети, в конце концов, наблюдают за тем, что мы делаем, и берут с нас пример. Еще раз, мы несем ответственность за то, что изменить ситуацию прямо здесь и сейчас. У нас нет времени, чтобы тратить его впустую. Большое спасибо. Просто очень счастлива быть здесь сегодня. Спасибо вам большое, Мисучи. Какие-либо последние слова напоследок для воодушевления всех людей? Спасибо вам, дорогие Ольги, спасибо вам, Созидательное общество. Всякий раз, когда я слышу, что вас пригласили, нас пригласили выступить или дать какое-то пояснение, всегда очень взволнована и очень счастлива, что мы делаем это вместе как общество. И вы прилагаете так много усилий на постоянной основе, чтобы сделать мир единым, а не как континенты. Есть у нас сегодня страны по отдельности, и как там моя страна, у меня все в порядке, это не моя проблема. Так что вы действительно изучаете это и создаете для этого платформу, круглые столы. Большое вам спасибо за то, что пригласили меня. Если все мы, я имею в виду каждого из нас, просто начнем очень внимательно относиться к своим действиям, таким как что произойдет, если я это сделаю, это будет способствовать спасению Земли и ее уничтожению. Если все мы сможем быть очень заботливыми, как я, тогда, конечно, все будут делать, что могут, и мы, несомненно, сможем спасти Землю. У нас всего лишь одна Мать-Земля, а не 2, 3 и так далее. Спасибо. Да, спасибо большое, Мисучи. Мы оставим Пьеро напоследок, чтобы он нам принес надежду. Сейчас Чару. Что бы вы хотели пожелать нашей планете и людям, которые на ней живут? Большое вам спасибо, Оли, и спасибо Созидательному обществу, спасибо всем участникам, Мисучи, Элли и Пьеро, потому что, конечно, это замечательная встреча сегодня, которую мы провели, и так много замечательных напоминаний важных. Так что да, определенно пришло время быть ответственным, как сказала Мисучи. Помните, только одна Мать-Земля у нас есть, и мы как семья. Поэтому в глобальном масштабе мы должны брать на себя индивидуальную ответственность. Так что да, сейчас самое время нам взять на себя ответственность. Давайте создадим осознанность по всему миру. И это послание от меня. Мы должны быть готовы к плану действий. Спасибо. Спасибо большое, Чару. Пьеро, пожалуйста, поделитесь своими пожеланиями для всех людей на планете. В чем заключается наша ответственность и как мы можем ее реализовать? Я обращаюсь к тем, кто будет смотреть сегодняшний круглый стол. Как только вы посмотрите это видео, у вас будет выбор, делать вам что-то или нет. Мы надеемся, что, поделившись этим с вами, этой информацией, вы сделаете правильный выбор. Мы уже свой выбор сделали, поэтому мои последние слова таковы. Давайте вместе будем на высоте. Спасибо вам большое. И в конце нашей трансляции повторим, выбор должен сделать каждый. Делая выбор или не делая выбор, вы все равно делаете выбор. И сегодня, если мы все сделаем выбор в пользу созидательного общества, общества, которое принесет пользу каждому человеку, мы действительно сможем жить той жизнью, о которой мы все мечтаем, на планете, которая способна поддержать нас и постоянно делиться с нами своими ресурсами. Так что большое спасибо вам всем за участие в этом круглом столе.
Давайте продолжим эту дискуссию. Давайте поделимся этим круглым столом и конференцией, которая состоялась 24 июля. Давайте убедимся, что на этой планете нет никого, кто не знал бы, в какой ситуации мы находимся, чтобы каждый мог сделать для себя этот выбор. Большое спасибо, всем хорошего дня, утра или вечера. Сами люди, волонтеры со всего мира, которые здраво смотрят на реальность, вместе с учеными и специалистами из многих отраслей, сегодня обозначат причинно-следственные связи различных кризисов, которые уже касаются каждого. Сегодня мы все разделены. Мы разделены по многим направлениям. В этом и заключается основополагающий кризис, с которым мы столкнулись. Если мы сможем решить эту проблему, у нас будет шанс разобраться и со всем остальным. Если мы не сможем решить эту проблему, я не считаю, что наука и технологии смогут когда-нибудь вывести нас из кризиса, с того края пропасти, на котором мы, безусловно, находимся. Поэтому замечательно, что сегодня мы делаем шаги в нужном направлении. Особенно изменение климата и происходящие катаклизмы — это всего лишь отражение нашего человеческого коллективного сознания. Ведь коллективное сознание действительно обладает силой. Если мы, как коллективное сознание, пребываем в покое и умиротворении, то и климат должен быть очень спокойным. И в этом смысле каждый человек имеет одинаковое значение, одинаковую важность для человечества. Каждый человек. Даже если вы лежите на диване и вообще не производите никаких действий, вы все равно излучаете вибрацию. Вы излучаете информацию и влияете на весь мир. Так что если вы живы, значит вы меняете мир. У вас есть потенциал на изменение мира. Если у нас будут бесплодные земли, не будет кислорода, но будет 10 миллионов долларов в банке, то какой в них смысл? Нечего будет покупать. Сосредоточение огромных потоков людей, которые живут по принципам потребительского общества, вызывает катастрофическое загрязнение окружающей среды в одном месте. Но есть и другой вариант. Это созидательное общество, в котором наивысшей ценностью является жизнь каждого человека. Границ в воздухе нет. Границ в океанах тоже нет. Все мы очень зависим друг от друга. И мы очень бы хотели, чтобы сегодня этой проблеме дали наивысший приоритет в связи с нашей общей ответственностью. И мы можем использовать потенциал искусственного интеллекта для нашей собственной выгоды, выгоды всех людей. Мы можем жить в мире, в гармонии. У нас не будет недостатка ресурсов, у нас не будет разделения. И это то, о чем люди мечтали очень давно. И для этого нам нужно только сменить вектор развития общества с денег на сострадание. И все вместе мы можем построить созидательное общество, и тогда, конечно, искусственный интеллект будет нам только в помощь. Мы не можем оставаться такими, какие мы есть. Если мы хотим двигаться вверх, то мы должны знать, как это сделать, и быть сознательной, действующей силой этого движения вверх. Поэтому информация, ведущая к осведомленности, это действительно самое ценное. Это ключ. Такие передачи, как эта, такие конференции — это ключевой аспект пробуждения, потому что они способствуют распространению информации. Если мы сможем настроиться на созидание мира, станем созидательным обществом, тогда мы можем стать здоровым импульсом и мотивацией для эволюции жизни.